А тем временем министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Игорь Кузьмичев прокомментировал ситуацию с приостановкой строительства новой инфекционной больницы. Резкий рост цены на стройматериалы вызвал цепную реакцию. Массово останавливаются стройки по госконтрактам по всей стране. Правительство России уже выработало ряд механизмов на перерасчет и корректировку стоимости работ. Но касается это только тех строек, что были заключены по 44-му федеральному закону. Наша больница в этом плане уникальна. Она расторговывалась и велась в рамках 563-го постановления, то есть когда исходная цена контракта рассчитывалась до проектирования и разыгрывалась. Да? И вот все изменения, которые сейчас есть в правовом поле Российской Федерации, они относятся как раз к 44-му закону, там, где именно СМР. Под те объекты, которые подходят под 563 постановление, когда рассчитана цена и она неизменна на весь период строительства, пока такого механизма нет. Как отметил Игорь Кузьмичев, теоретически республика может расторгнуть с подрядчиком контракт по неисполнению обязательств. Но в таком случае Коми потеряет федеральные средства. Это 1 300 000 000. Во-вторых, теряет сам объект. Ведь в таком случае придется заново делать проект и по новой договариваться с федерацией о финансировании. Исходя из этого, значит, мы на текущий момент прорабатываем следующий алгоритм действий. Мы совместно с подрядчиком обращаемся с запросами на Минстрой Российской Федерации с просьбой практику по перерасчету цены в рамках 44-го федерального закона распространить и на объекты, которые в том числе строятся в рамках 563-го постановления. Вот. Что нам это даст? Нам это даст возможность перерасчитать существующую цену контракта с учетом реальных стоимостей материалов, естественно, при условии защиты и подтверждения изменения цены. Вот. После этого будет, как только эта работа будет завершена, будет подписано доп. Соглашение. На этой неделе подрядчику будет перечислено 2 миллиона рублей. Он выведет бригаду, которая займется обратной засыпкой и подготовкой участка для заливки бетона. Наша задача, как отмечает министр, пока позволяет температура, выполнить значительный объем бетонных работ без угрозы для качества.